Если ведущие партии Таджикистана, в частности партия Исламского Возрождения, не возьмется защищать права граждан Таджикистана на территории Российской Федерации, права, которые нарушаются и унижаются преступным капиталом, права, которые нарушаются органами МВД, права, которые унижаются зачастую в средствах. Хочу вас заверить прямо сейчас, что вы уже можете рассматривать нашу партию как серьезного партнера по всем вопросам, которые здесь вы подняли. Более того, Приветствую устазов и старших, приветствую делегатов со всех регионов Таджикистана, приветствую иностранных гостей и хочу поздравить господина Кадири с избранием на пост председателя. Очень мне понравились слова уважаемого Тураджунзада о том, что председатель – это не лидер партии, а слуга партии. Это уникальные слова, которые не на каждом партийном съезде можешь услышать. И я верю, что именно эти слова будут воплощены в деятельности одной из самых боевых, самых реальных, самых известных политических партий, которые возникли на территории бывшего Советского Союза. Огромное количество сыновей и дочерей таджикского народа сегодня живут и работают в Российской Федерации. И мне кажется, что не всегда они живут и работают так, как должно, хорошо. Их условия жизни, на мой взгляд, не соответствуют человеческим условиям. Но я не верю в то, что чиновники, и в то, что бюрократия, и то, что номенклатура может какими-то указами или письмами, или приказами исправить положение человека. Я думаю, что только общественная позиция, сотрудничество людей может позволить нам добиться того, чтобы граждане Таджикистана, которые сегодня работают в Российской Федерации, получили нормальные трудовые права, получили нормальные гражданские права, чтобы их труд был защищен так же, как защищается труд российских граждан. Я прибыл сюда по приглашению партии Исламского Возрождения Таджикистана, потому что она единственная партия Таджикистана, которая парламентская, которая пригласила меня, члена Общественной палаты, для разговора, думаю, в том числе и на эту важную проблему. В Общественной палате я являюсь членом комиссии по межнациональному диалогу. И мне представляется, что если ведущие партии Таджикистана, и в частности партия Исламского Возрождения, не возьмется защищать права граждан Таджикистана на территории Российской Федерации, права, которые нарушаются и унижаются преступным капиталом, права, которые нарушаются органами МВД, права, которые унижаются зачастую в средствах массовой информации грубыми и наглыми высказываниями журналистов, которые, мягко выражаясь, придерживаются расистских взглядов, то эти права некому будет защитить. Нам, общественным деятелям России, стоящим на позиции интернациональной солидарности, на позиции защиты гражданских прав, нужны надежные и хорошие партнеры. Я надеюсь, что партия Исламского Возрождения Таджикистана продумает сейчас то предложение, которое я высказываю, о том, что она должна стать политическим партнером внутри Таджикистана в деле организации на нормальных законных основаниях жизни и работы граждан Таджикистана в Российской Федерации. Я лично верю, что нормальные трудовые права граждан Таджикистана в России – это то же самое и защита трудовых прав российских граждан. Потому что капитал, как известно, порабощает и эксплуатирует всех, но особенно он эксплуатирует тех, кого он может вычленить из общества и противопоставить друг другу. Мне кажется, что наша задача сегодня противопоставить это интернациональное межрелигиозное сотрудничество в борьбе за гражданские права. Нам нужны в России партнеры, надежные партнеры, в том числе и в Таджикистане, на уровне парламента, с которыми можно было бы заключать соглашения, обсуждать проблему защиты трудовых прав рабочих
граждан Таджикистана в России, я обращаюсь к вам как представителю партии, которая имеет в парламенте представительство, к другим партиям Таджикистана о том, что этот вопрос назрел. Никакие бюрократические соглашения, никакие договоренности между МВД или миграционными комитетами разных стран не решат этот вопрос. Только люди, только на уровне профсоюзов, только на уровне человеческого контроля и солидарности мы можем справиться с тем унижением, которым подвергают ваших братьев, а стало быть и меня тоже подвергают. Спасибо вам большое, господин Шевченко, за добрые, теплые слова в адрес Таджикистана, таджиков и нашей партии. Хочу вас заверить прямо сейчас, что вы уже можете рассматривать нашу партию как серьезного партнера по всем вопросам, которые здесь вы подняли. Более того, наша партия, она сама заинтересована в том, чтобы у нас были хорошие взаимоотношения с здоровыми российскими политическими и общественными силами. Я недавно вернулся из России, побывал на Дальнем Востоке, Приморье и Сибири, Москва, Санкт-Петербург. Сам убедился в том, что в России есть, и слава Богу, это большинство здоровые силы, которые хотят жить нормально, в хороших отношениях со всеми народами. И в лице господина Шевченко я вижу именно представителя этих слоев России. И мы готовы не только дружить и сотрудничать, мы готовы помочь, потому что это помощь прежде всего нашим согражданам в Российской Федерации. И, господин Шевченко, спасибо вам большое. Надеюсь, что у нас будет еще возможность для продолжения этого разговора в Душанбе и в Москве.